Смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В эти дни Сосногорский район празднует свое 40-летие. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, начались еще накануне. Так, в четверг в актовом зале районной администрации чествовали тех, кто составляет славу и гордость муниципалитета. Подробнее в нашем материале. Главное богатство сосногорской земли – это, конечно же, люди, чьим трудом созидается все новое, кто вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего района. И сегодня здесь, в этом зале, собрались представители разных профессий и сфер деятельности. Вас всех объединяет главное – это работать с максимальной самоотдачей на благо муниципалитета. Своим трудом и талантом вы по праву заслужили почет и уважение. В этот день лучшим представителям трудовых коллективов Сосногорского района были вручены благодарственные письма и почетные грамоты не только от муниципалитета, но и от республиканских ведомств. Несколько человек были удостоены медалей за большой личный вклад в развитие Сосногорского района. В числе награжденных педагог более чем 40-летним стажем Алексей Васильевич Гнусов. Я искренне желаю, чтобы наш Сосногорск действительно развивался, становился вот таким привлекательным городом, где бы люди с удовольствием жили, радовались. Среди тех, кто выходил за наградами, не только люди, проработавшие на благо района не один десяток лет. Были и молодые, но уже проявившие себя люди. Александру Дюмину всего 23, а на сегодняшний день он является командиром взвода инженерно-кадетского батальона и не понаслышке знает, что такое служба в ДНД. Я с 2016 года состою на добровольной народной дружине, хожу также с ППС на охране общественного порядка. И выбрал стать сотрудником полиции, поступил на правоохранительную, потому что хочу защищать народ, закон и общественный порядок. Что бы хотелось себе пожелать жителям города, района в честь 40-летия? Успехов, здоровья, благополучия и развития моему любимому городу. Всего в этот день за профессионализм и преданность своему делу сосногорцам было вручено порядка 50 наград. Помимо аплодисментов, в зале звучали пожелания дальнейшего процветания родному району. Сосногорск мой северный, в снегах и лесах затерянный, серебром кружевным закованный, веселою злой заколдованный. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей реализацию федеральной приоритетной программы формирования комфортной городской среды на территории района. Повод для встречи – подведение итогов этого года и планы на следующий. Подробности у Елены Двожик. Подробную информацию об итогах программы этого года членам рабочей группы представила заместитель начальника управления ЖКХ Виктория Гоголева. Она отметила, что помимо Сосногорска программа реализовывалась также в Нижнем Одессе и в Воевоже. В общей сложности на эти цели было направлено порядка 14 миллионов рублей. Так, например, в Сосногорске были отремонтированы 2 дворовые и 2 общественные территории. В мини-парке «Гномики» были проведены работы. Это устройство сквера, строительные работы, приобретение детского игрового комплекса, устройство наружного освещения, приобретение малых архитектурных форм, скамеек, урн, установлена система видеонаблюдения, включающая в себя опоры и оборудование для системы видеонаблюдения, а также изготовлены информационные щиты с правилами эксплуатации детских игровых комплексов. И приобретена скульптура «Белоснежка». Примерно такой же перечень работ был проведен в сквере влюбленных. При этом Гоголева отметила, что несмотря на то, что основные работы на сегодня выполнены, большая часть из них была проведена с нарушением сроков сдачи, за что к подрядчикам применены штрафные санкции за каждый день просрочки. А часть работ, например, по установке скульптуры влюбленной пары, по погодным условиям придется делать уже весной. При наступлении благоприятной теплой погоды весной все скверы будут, скажем так, сделаны все последние штрихи. От итогов перешли к планам. Для включения в программу на следующий год членам рабочей группы для рассмотрения были предложено несколько общественных территорий. 2 из них в городе. Это сквер памяти жертв политических репрессий и территория вокруг бывшего фонтана на площади Гагарина. 3 – мемориал в селе Устюхта. Главный архитектор предложила на обсуждение несколько вариантов того, как могут преобразиться эти территории.
Так, например, в случае одобрения проекта жителями на месте неработающего фонтана на Гагаринской площади может появиться детская площадка в космической тематике, а вокруг нее уютные скамейки для отдыха и топиарные фигуры. Но больше всего обсуждений вызвала Устюгтинская стела, тем более, что в следующем году будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Как рассказала Елена Дорошенко, существующий на сегодняшний день монумент за годы своей эксплуатации начал разрушаться. Впоследствии это может стать угрозой для безопасности посетителей памятного места. Поэтому предлагается, данный объект демонтировать и на его месте поставить не менее монументальное тоже сооружение, арт-объект, который будет уже, обустроен с учетом современности, стилистики, применения новых материалов. Новый мемориал предложено сделать в виде книги памяти с высеченными на ней именами героев устюгтинцев. Члены рабочей группы предложили обсудить этот вопрос с жителями села, чтобы учесть их пожелания при обустройстве памятного места. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Специалисты управления образования обсудили предэкзаменационные задания для выпускников во время прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. 4 декабря 11-классники напишут итоговое сочинение. Примерные темы уже можно посмотреть в интернете. Впрочем, горожан интересовала не сложность сочинения, а санкции за опоздание. Если учащийся опоздал на итоговое сочинение, то его пропустят в аудиторию. Только главное, чтобы он не забыл свои документы дома, пока собирается, раз опаздывает. Садится, пишет все, как все дети. Единственное только то, что с этим ребенком не проводится инструктаж, и время его опоздания не увеличивается. Но если у нас основное время 3 часа 55 минут, ребенок у нас с вами опоздал минут на 20, да? Да. То тогда из 3 часов 55 минут мы вычитаем эти 20 минут. За сочинение, как и за собеседование девятиклассников, которое состоится 12 февраля, оценки ставиться не будут. Школьник получит или зачет, или не зачет. Зачет позволит допустить школьников к итоговой аттестации. Тех, кто получит не зачет, ждет вторая попытка. Легко ли постороннему человеку попасть в детский сад и что там его ждет? Решили узнать общественники Сосногорска. Для проверки выбрали 2 образовательных учреждения, рядом с которыми обычно бывает много людей. Андрей Калиничев продолжит. К детскому саду номер 14 близко расположены 2 поликлиники – детская и взрослая. Поэтому и людей, и машин много. Впрочем, как выяснилось, за безопасностью воспитанников здесь следят строго. Вся территория просматривается камерами наблюдения. Незаметно к дверям никак не подойдешь, да и гостя без сопровождения не оставят. Проверка проводилась во время тихого часа. Рядом со спящими детьми обязательно был воспитатель. Практически такая же картина и в детском саде номер 15. Он расположен напротив Сосногорского технологического техникума. Всем увиденным общественники остались довольны. Вопросов-то нет к управлению образования, именно к садикам, к защите. Как показала Нарьян-Марская трагедия, да, там ведь сработал человеческий фактор. Там была охрана чоповцев, да, охранник открыл дверь. Мы попросили, оставили такие рекомендации, очень внимательно относиться к людям, которые входят в детское дошкольное учреждение, особенно в вечернее время, когда идет массовый забор детей, люди идут, домофон без конца работает. Вот в этот момент главное не пропустить никого чужого на эту территорию. По словам представителей управления образования, все городские детские сады оборудованы камерами видеонаблюдения. Инструкции по безопасности выполняются четко. Дети находятся в надежных руках. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Как выглядит Сосногорский бассейн изнутри, узнали учащиеся городских школ во время экскурсии, которую провел директор спортивного комплекса «Химик» Андрей Терентьев. Встреча со школьниками была организована в рамках федерального проекта «Диалог на равных». В начале экскурсии ребята побывали в главном техническом помещении спортивного комплекса. Здесь вода под давлением подается в трубы, проходит фильтры, нагревается и наполняет чашу бассейна. По словам главного инженера спортивного комплекса «Химик» Андрея Удалова, благодаря новой установке фильтрации и очистки воды ограничений для посещения бассейна по здоровью у населения нет. Ведь вода очищается серебром, а не хлором. Я думаю, делать для того, чтобы молодое поколение, первое, знало, как работает бассейн.
как его обслуживать, посмотреть там, да, может быть, когда в будущем они захотят связать жизнь свою там со спортом, с технической частью там того же бассейна, да, остаться в родном городе. И мы им показывали сегодня, как проводится химиоточистка, рассказывали, как проводится очищение воздуха, прогрев его, да, показали ванну, полностью провели экскурсию по бассейну. Новый Сосногорский бассейн оборудован различными автоматическими системами, которые контролируют люди. С этими и другими особенностями работы спортивного комплекса познакомились участники проекта «Диалог на равных». Мне понравилось то, что отношение Терентьева к нам, что он нас позвал, нам все рассказал. Ему интересно посмотреть, как это все изнутри выглядит. Мы посмотрели тренировку, которая проходит здесь. Сидит инструктор рядом, все смотрится, есть все принадлежности для безопасности. Очень интересно посмотреть. Посетить Сосногорский бассейн можно в любой день недели с 9 утра до половины 9 вечера. Расписание работы также опубликовано в группе спортивного комплекса ВКонтакте. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. На этих выходных ожидается относительно теплая погода. Уже завтра днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. По вечерам температура воздуха будет понижаться до -2, -4 градусов. Вероятны осадки в виде снега. Ветер 4-5 метров в секунду. В завершении выпуска наш коллектив от всей души поздравляет жителей Сосногорского района с 40-летием муниципалитета. Напомню, что праздничный концерт, посвященный юбилею, состоится завтра, 30 ноября, в городском доме культуры «Горизонт». Начало мероприятия в 15 часов. Вход свободный. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!